Damn. Порошенко собрал палату номер 6. Украинцам надо готовиться еще к большей нищете. Порошенко создал Совет по финансовой стабильности в составе председателя Национального банка, министра финансов, председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, заместителя председателя Национального банка, заместителя министра финансов Украины. Точно так же поступали и Кучма, и Янукович. Например, Янукович создавал комитет реформ во главе с Акимовой. У Кучмы тоже была своя Манечка. У него были разные комиссии, в которые он набирал разных людей, ученых. Ющенко тоже любил это дело. Теперь по их стопам идет и Порошенко. Это все называется имитация деятельности. Но Порошенко, конечно, превзошел всех. Предыдущие президенты включали также и нормальных людей. А Порошенко собрал какой-то сумасшедший дом. Видимо, он думает, что если собрать вместе некомпетентных персон и предателей, клептоманов, то от этого вдруг появится качество. Но понятно, что если таких особей собрать вместе, то получается палата номер 6. Возможно, Порошенко изучал творчество Крылова. Был такой очень умный человек в царской России. Он написал басню под названием «Квартет». Проказница-мартышка, осел, козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, 2 скрипки и сели на лужок под липки. Пленять своим искусством свет. Ударили смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я, прима, сяду против торы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте ж, я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем». Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомнения. «Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть, чтоб музыкантом быть, так надобно умение и уши ваших понежней». Им отвечает соловей: «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». В нашем случае надо только определиться, кто из данных особей соответствует персонажам, кто из них проказница-мартышка, кто осел, кто козел, кто косолапый мишка. И тогда все станет на свои места. Мы еще раз видим подтверждение того, что во главе страны стоит совершенно неадекватный человек. Чем быстрее он будет отстранен, тем будет лучше. Надо признать, что украинское общество, электорат, совершило глобальную стратегическую ошибку, о которой такие, как я, предупреждали. Но, к сожалению, не слушают людей, у которых есть достаточно опыта и знаний. Все это только начало, и негативные результаты деятельности данных фигур будут усугубляться. Сейчас уже тяжело для каждого жителя и государства в целом. Но это еще только цветочки, а ягодки впереди. Ягодки будут тогда, когда цена на газ будет 7000 гривен за 1000 кубов. Когда с апреля будут введены новые тарифы на электричество, горячую воду, отопление, на газ, на общественный транспорт. Раз гривня девальвировала к доллару в 3 раза, то цены должны за полгода вырасти минимум в 3 раза. А в связи с так называемым мультиэффектом цены должны подняться в 4 раза, а зарплаты, пенсии, социальные выплаты останутся такими, как прежде, если их вообще будут выплачивать. Ведь уже шахтерам не выплачивают по несколько месяцев,
Это уже начало 1990-х годов, когда зарплата была мизерная и не выплачивалась. Вот сейчас будет то же самое, и люди должны к этому готовиться. Молодежь еще этого не знает, а чтобы узнать, как это больно и неприятно, пусть спросят у своих родителей. Они могут более детально об этом рассказать. Олег Соскин, глава Украинской национальной консервативной партии.